Привет, тут у нас Prius Alpha заехала на чистку ЕГР. Андрюха уже откручивает все. ЕГРчик грязный. Как увидеть, грязный ЕГР или нет, просто вот эту трубку откручиваешь и смотришь. Вот это вот, если сильно забитое отверстие, значит коллектор надо по-любому чистить. Ну и смотрим на состояние трубки. Вот если состояние трубки тоже вот такие куски, то есть она вот так вот полностью вот это вот от нее внутри вот такое вот напыление, ну куски прям вот этого угля, значит клапан тоже грязный. Если откручиваешь трубку, более-менее там просто напыление черное и больше ничего нету, значит ЕГР чистый в принципе, туда лезть и не надо. Вот. Ну вот случай такой, что машина с Японии, человек отъездил, здесь всего 10 тысяч на ней, в Якутске. Но в Японии практически там никто, я так понял, ЕГРом не занимался вообще. Там они, японцы, не знают, что такое обслуживать ЕГР. Они машину ездят 5 лет и все, и продают ее, даже меньше бывает. А так Альфа красивая очень, комплектация классная. Открутил, бросили. Че? Ну, он, в принципе, не сильно грязный. Но стенки, вон, видишь, есть немного. Все равно по ходовой почистим. Все равно его открутили. Все. Вон, смотри, входной весь забитый. Значит, и коллектор тоже весь забитый. Жидкость у него еще японская залита, явно до 30 градусов. Может, 20 вообще. Тоже надо будет посоветовать ему поменять жидкость. Да ты че? Ну. Че, грязный? Грязный, клапан точно. О, жестко грязный. Как посмотреть-то? А вот. Че, заливаю? Тут видно, что грязный клапан. Заливай, ага. Холодос. Ты это, перчатки, братан, одень-ка. У тебя сейчас руки разъест. Нет, туда не надо. Только вот эту Где часть. перчатки? А? Вон там куча целая перчаток. Где-то я черные видел. Не-не, синие возьми. А, синие? Да. Это? Иначе руки разъест. Руки надо это. А это зелита жестко беречь. Этот прикинь, короче. Ты что, фотоешь или снимаешь? Снимаю. Так. Очень сильно грязный клапан. Все прям. Ну, он залили, все, сейчас будем мыть. Нахуй нужна? Надо. Вот, почистил заслоночку. Вот сколько вышло с коллектора грязи. Вот это все. Вот, чача вот эта вся. Вот она. Вот такая вот. Сейчас керхером будем его промывать. Андрюха моет холодильник. Что, много выходит? Да. Давай. Под напором, керхером все продуваем дудку полностью. Только такая мойка может полностью отмыть холодильник. И с обратной стороны. Ага. Ну-ка, что там уже? Что, уже лучше? Блестящий. Блестящий? Нормально, четко. Ну и с обратной стороны. А, хотя он уже все продул, да? Не, ну ты сделай, там бывает остается. Пошла чистая водичка уже. Все, он уже почти промылся. Сейчас еще зелитом зальем его, пусть отъест остатки. Ну он ход у него какой уже, да? Струя большая стала. Ну, собираем холодильник с клапаном. Так вот пошла жара. Сейчас будем все соберем, отмоем до конца коллектор
И все будет нормально. Будем ставить. Четкая альфа. Наверное, самая четкая, которая у меня заезжала. Считай, это японская, с Японии получается 100 тысяч пробега. 10 тысяч пробега только по Якутии она. То есть в Российской Федерации 10 тысяч пробега. Это вообще же бомба. Комплектация у нее тоже не самая бедная. Ну, по-моему, не бедная. Вставочки. Да. Магнитолка стоит. Андроидовская. Это чехольчики, я так понял. Да. Хорошая машина. Вместительная. Семейная. Удобно сидеть здесь, как в 30-ке буквально. Ну, только не 30-ка. Только покруче. Да, четко. Вон даже пакетики сохранились. Японские. Здесь вот. Почти собрал ЕГР, да? Нормально. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Патрубки осталось одеть. Дали альфу. Все, почистили мы ЕГР. Все, ошибок нету, все работает нормально. По ЕГР у нас хорошие результаты сразу. 2,2 получается показания, где-то в районе 2,2. Это нормально. Поехала Камри, 50-ка, гибридная. Человек купил батарейку сам. Ошибка у нее, как бы получается, PA 0,80 постоянно горит. Но сейчас я ее сбросил. В общем, будем смотреть сейчас. Перед установкой проверяем батарейку. Нормальные контакты на ней нет. Если контакты грязные, надо будет их чистить, обслужить батарею, потом только устанавливать. $170 тысяч батарейка, говоришь, обошлась, да? 175. 175? 95 плюс вроде. 95 плюс. Год 2015. Да. Ага. Так, сделали мы альфу, отпустили с ИГРом. Заехал к нам Кроун, такой вот 210, красавец. 2014 год, по-моему. Просто на обслуживание батареи, контактики грязненькие, почистить надо будет, достать ее. В Кроуне достать ее не так-то просто. Сейчас с Андрюхой будем вдвоем снимать. Сейчас мы наставим брусочки, вот по брусочкам ее сюда потихоньку скатим. Бампер закроем аккуратно, чтобы ничего не поцарапать. Ну, в принципе, все. А это у нас батарейка, полтинничек пришел от Камри полтинника. Сейчас задача наша ее разобрать, почистить все контакты, собрать, продуть от пыли. Завтра приедет к нам на установку после обеда полтинник. Вот такие вот дела. Там батарейка мертвая, поэтому человек заморочился, сам купил эту батарейку за 175 тысяч рублей во Владивостоке. Ну, в принципе, посмотрим, что как она, что стоит. В принципе, а так, что сказать, Кроун крутая тачка. Этот у нас на тряпочке такой, простой. Ну, до этого у нас заезжал 210, более крутой был. Сидушка у него задняя была полностью на электропакете. Там мы ремонтировали батарейку. Ну, в принципе, вот так вот, такие дела. Работаем. Короче, вот она, батарейка Кроуна. Снимаем. Фишки у него вот здесь вот так идут все. Это сюда, это сюда. Здесь вот это вот сейчас надо будет. Это у нас иммобилайзер, он сюда в чеку вставляется. Здесь получается натянуто. Идет она через отсюда, да? Через передок. Нет, она идет сзади. Через передок. Здесь вот Просто чик цепляется. на клипсу. Сюда пошла и в ком, да? Сейчас нам надо будет ее что? Оцеплить, да? Да. Ага. Все. Достали мы кроуновскую смотрим, что ВВБшку. Что это хуйня здесь стоит? Страшная, конечно, у него вид какой-то, да? На гробик похож, да? Да. Я их гробики называю. Именно кроуновские батареи. Сними
что это? Вентилятор там стоит. Вентилятор мы уже почистили. Нет, нет, что этот? Достали здесь. Что? Воздушка, что здесь воздушка. Какая воздушка ты имеешь в виду? Вот воздушка. А, подписываю. Маркируй. Вот. Угу. Угу. Вентилятор мы уже почистили. В принципе, грязный был сильно. Показывать не стал. Не успел снять. Андрюха почистил его уже. Это здесь стоит. Все элементы вот тоже, в принципе, вытряхнули, все прочистили. Тоже пыли хватало. Сейчас Андрюха разберет ВВБшку, посмотрим контакты, какие на ней. Ну и в принципе все. Будем собирать и обратно ставить. Сами по себе элементы у него нормальные. Диагностику я провел. Все хорошо, в общем, по батарейке. Надо только сделать обслуживание. Да. Вот такая вот машина. Шикардосная, конечно. Андрюха вскрыл контакты. Чё? С 2014 года она не делалась. Она, Контакты зеленые все, да? да. Ну вот. Картина такая. Ну, все окисленные. Да. Жестко прям, слушай. Вот эта картина. Вот, ребята, на Кроунах 2014 года. Приезжайте к нам. Будем делать. Этот, смотри, аж на самом зеленый по себе. Сама это. Да, ну у них сопротивление очень плохое. Это очень плохо для батарейки. Почему? Потому что они плохо заряжаются, плохо разряжаются. То есть деградация элементов происходит. Поэтому приезжайте к нам, ребятки, на вот таких машинах. Мы умеем их делать. Завтра полтинник приедет, Камрюшка. Тоже будем менять батарейку ему. Здесь то же самое, еще даже хуже, наверное. Да ты чё? Да, смотри. Ну-ка, давай посмотрим. Да, ё-моё, они все зеленые конкретно. Угу. Ну все, что, откручиваем, Давай, короче, этот. Надо еще замачиваем их. Я, бля, надо было еще таких чепашек привезти. Андрюха откручивает. Сейчас все контакты изымем. И будем чистить специальной химией. Вот такие зеленые контакты. Вот это что у нас, нормально? Ну, уже проводимость плохая очень. Или этим будем ставить? Да не, мы родные поставим, сейчас отмоем их маленько, да и все. Постоят полчасика. Сейчас Андрюха будет продувать. Я предполагаю, что эта машина жила где-то рядом с морем. То есть в Японии, в прибрежном каком-то городе. Почему? Потому что контакты синие я еще не видел. Это как будто соль. Где наша жидкость, кстати? Реально похоже на соль. Жидкость, кстати, Вон она, красный баллон. где? Вон, не, почему? Вон, вон. А, вот Ей, это? да, ей заливай. Заливай, сейчас посмотрим, что она качает. Сейчас зашипит. Да, Все зашипит сейчас. О, сразу. пошла жара. Отъедать. О, ну все, постоит полчасика. Помешивай, надо делать, надо помешать еще. Да, и соль по вкусу Да, и добавляй. соль по вкусу. Все, давай продувать. Да, продувай. Давай. Пусть наберет. А сейчас оно вот это сдует.
Так-то отъедает нормально, да, их? Сейчас сразу сел. Четко, да? Сейчас. По-моему. Ну. Только сейчас их будет как неудобно ставить. Ну, то, что они жирненькие. Ну, ничего. Продуем сейчас. А где там? Надо помешать. Что, соль принес? Принес, давай, мешай. А салфетки-то где? Не взяли? Салфеток, блин, нету тех, которые были. Надо тряпочки найти. Ну, там Не, целый щас мешок найду. тряпок был. Ну, сейчас. Да пускай стоит, все, иди чайник. Ну, он ставь. уже отъедает, смотри. Иди чайник ставь. Ну вот уже контакты отъела. Более-менее уже чистенькие. Сейчас мы их потрем тряпочкой еще и все, ставить будем. Что там, одна улетела? Наживилась плохо. С этой темой пробиваем специально. Это у нас динамометрический ключ. В момент затяжки обязательно. Не перетянуть, ничего не затянуть. Дети подземелья, хули. Бери большой. Все есть. Все, по заводу стоит. Сейчас, подожди. Сейчас я кулер принесу. Ну, ставим. Нет, ты сначала насади на его. Насади, а. Ага, все, давай мне гаечки. Давай, смотрим. Смотрим результаты после проведенных работ. Заходим в батареечку. Еще можешь. Езжай, езжай, Женя, езжай. Езжай, езжай, не боись. Все, тормози. Радар пикает, слышь? У него, смотри, сразу. Подсветочка, радар есть. Ну и то, что далеко, а я Ну, близко. то, что близко уже, сонар работает. Видишь, Ну, я задняя вижу. часть моргает. Вот даже можно Да посмотреть. я здесь снимаю. Экранчик у него вот крутой какой. Ну, конечно, это машина, елки-палки. Что там говорить. Ну все, машинку починили. Сделали батареечку, обслужили. Теперь этой батареечки хватит очень-очень надолго. То есть человек может не бояться спокойно ездить. Что с батарейкой у нее будет проблема. Сами по себе элементы четкие. Она вся ровная батареечка. Нормальная машинка вообще. Ну это Кроун. Это Кроун. Сделали Кроун. Обслужили батареечку. Музычка уже включает. Нормально, нормально. Standing in the rain, calling out your name. Life's not the same without you. Standing in the rain, calling out your name. Life is not the same without you. Standing in the rain, calling out your name. Life is not the same without you. Standing in the rain, calling out your name. Life is not the